примерно в 4 часа к дому Александра Габышева подъехал автобус, машина полицейская и скорая помощь. Они подъехали с заднего двора, не там, где вход, да, центральный и дорога, переулок Базовый. Они подъехали со стороны леса. Что, не пускают, да? Ну, мы приехали от пресса. Вот. Хотели узнать, вот, что здесь происходит. К Александру Габышеву приехали, да? Подъехали тихо, без шума, перелезли через забор, даже не позвонили сестре, не попросили открыть. С ними был врач. Врач могла бы позвонить сестре. Сестра никогда не учиняла препятствий, она всегда шла навстречу. Если надо было, она встречала, открывала калитку. А тут они поступили очень вероломно, так, где перелезли через забор. Значит, кто перелез, открыл калитку, и потом они все зашли. Закрыли все ставни у сестры в доме, вот, чтобы она ничего не снимала, не видела. Запретили ей выходить. И сами начали свою вот операцию. Вон еще подошли сотрудники. А это, по-моему, уже ОМОН, да? ОМОН. Это все одного человека задержать. Вот такой человек. Видимо, легендарный Базовый переулок. Начали взламывать дверь. Сестра слышала, что они предупреждали о том, что будут применять огнестрельное оружие. Выстрелов сестра не слышала, но гильзы там везде находились. И они находили их и на улице. Вот сегодня до обеда следственная группа нашла гильзы на улице, а в доме, видать, они сразу убрали. И вот, значит, они его вывели и, значит, поместили вот в скорую помощь и увезли в неизвестном направлении. Сестре сказали, что на Котенко 14.
дверь, пожалуйста, уберите. Вы же тоже не хозяин, вы же тоже не Мы хозяин. сейчас работаем. Вы меня не трогайте руками. А вы тоже меня не Пожалуйста, не трогаете. Вы что трогайте. трогаете-то? Вы же сами толкаете. Пусть я стою. Вы отмените, вы опять меня бьете. Я Надо, не надо. Хватит. Сейчас 19 лет оформленного. Ага. За что? Ты же сам меня толкаешь. Все, не мешайте работать. Что ты работаешь? Тогда открыто и стоит. Иди, Не надо меня иди трогать. работай. Хорошо? И ты меня не трогай, пожалуйста. Никакого права не имеешь вообще меня трогать. Даже пальцем. Я хочу только спросить, его забрали или нет? А? Можете объявить? Если забрали, все, мы успокоимся, уйдем. Что, не можешь сказать одно слово, что ли? Забрали, забрали. Ну все. А почему Как трудно прямо было сказать это слово, а? На каком основании вы здесь? Не надо. Типа, здесь оцепление будет. Почему? На каком основании? Скажите, пожалуйста. Что за В порядке цепление? статьи 16 закона федерального закона о полиции. Ага. Просим покинуть данную территорию. На каком основании? Скажите Здесь- основания какие? Статья 16 федерального закона номер 3. Пункт 2, часть 2. Ага, Меня снимать не надо, я еще раз говорю. ага. Просим вас покинуть данную А территорию. мы хотим убедиться, что он там или нет. Саша. Все вопросы куить изи. Кому? Говорю, сотрудников снимать не надо. Потом, значит, ну, это они, видать, специально такой слух пустили, что во втором гоме. Потом, значит, мы поехали вот на Котенко 14, там тоже тихо. И вот, значит, дальше, да, мы поехали вот в РБ-2, и вот там мы выяснили, что его туда доставляли, вот в Центре экстренной медицинской помощи. Ему там зашили голову, и вот охранник нам рассказал, что его привезли, у него вся голова в крови была, все лицо в крови. Потом ему там зашили, и он, говорит, уже вышел чистый, да, ну вот в шапке крови уже не было, видать, все вытерли ему, помыли. И вот мы даже не знаем, от чего эта травма у него головы. И вот мы переживали за него очень сильно вчера. И потом только уже узнали, что вот он на Губина 5, оказывается, они его перед тем, как поместить вот на Котенко 14, оказывается, вот помещают таких вот на Губина 5. Ну, типа как обсерватор. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сегодня к вам поступал Габышев Александр Прокопьевич, родственница. Родственницы между собой, пожалуйста, общайтесь, вы уже 10-й человек спрашиваете. Ну, мы ж хотим достоверную информацию услышать. Звоните в 03, сказала я. Все. Потому что сказали, что увезли в ЯРПНД. Мы там были, его там нет. Звоните в скорую, говорю, там уточняйте. Но он же был у вас. Был, все, скорая забрала его. Поэтому, говорю, звоните, уточняйте у 03. Все, до свидания. До свидания. Хирургия, наверное. Она сказала, был. Но какой, не знаю. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот Габышев Александр Прокопьевич сейчас где находится у вас? А это вот вы его забирали с РБ-2. Забирали с Базового переулка 69. В больницу. Доктор пришел, да? Да, а в какую больницу? На Котенко 14. Мы сейчас там были, его там нет. Ну, мы его доставили на Котенко 14. Это вы уже там спрашиваете. А почему нам говорят, что он был в РБ-2? Вот здесь. Я открыла карту, у меня написано город Якутск, Котенко 14, его доставили. Угу. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.
Ольга Тимофеева сходила, поговорила, ее не пустили. Вот. И она спросила про ранение, что у него с головой. Он сказал, ерунда, все заживет. До свадьбы заживет. До свадьбы заживет. А потом она у нее спросила, как тебя задерживали. Он сам сказал, то, что к нему применяли физическую силу, электрошокером, были с пистолетами, с дубинками. То есть дубинка он тоже, наверное, скорее всего получил. Но электрошокером ему разрядили. Да, То вот есть применили электрошокером. электрошокер, да. И уже вот в таком состоянии его вот вывели. Ну вот сегодня утром они, значит, гильзы нашли, а вчера вечером после нашего, значит, визита, когда мы там побывали, они там опись проводили, типа там что-то искали. И вот, значит, они там все перерыли, и под кроватью нашли у него телефон, тоже его изъяли, все личные вещи его забрали, да. И забрали вот еще вчера кочергу почему-то, да, вот. Следы крови тоже они взяли, видать, на экспертизу. Без слов, ночь без сна, все в свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кости, каждому волку в зубы злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир